Всем привет, дорогие друзья! Многие думают, что шитье – это удел наших бабушек, либо это невероятный труд, который требует многих лет обучения. На самом деле все намного проще. Сегодня существуют курсы кройки и шитья, на которых можно получить базовые навыки, которые позже можно применить на деле. Именно поэтому сегодня мы находимся в гостях у Ирины Сарта. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте! Это основатель своей школы, которая обучает, передает свои знания другим людям. Ну и, собственно, именно поэтому сегодня мы здесь. Ирина, не первый раз мы у вас в гостях. Расскажите, что будем делать сегодня? Так, сегодня, в прошлый раз мы с вами отшили салфетку в виде чапараха. Сегодня будем шить к нему дополнение, дорожку на стол в виде серьги. Да, давайте напомним, дорогие друзья, если вдруг вы пропустили наш выпуск, можете посмотреть его в социальной сети. Вот такую столовую салфеточку мы уже делали. На это ушло буквально там около получаса. Несложно это сделать, получилось очень эффектно, красиво, колоритно. Сегодня продолжаем украшать наш стол, да? Поехали. Да, нам для этого понадобится наша ткань. Все та же ткань. Все та же ткань, основная ткань, две полоски по 35 сантиметров, в длину 150-140, то есть на всю длину нашу с вами ткани. Ткани. Напомним, что это у нас водоотталкивающая ткань. А как она называется? Дак. Ткань называется дак. Ну, на самом деле можно использовать разные материалы, которые есть для декора в магазинах. А их сейчас очень много. Можно использовать лен, можно использовать плотный хлопок. То есть все зависит от вашей фантазии. Расцветки тоже все возможные, натуральных оттенков, более яркие, насыщенные цвета. А почему мы выбрали ширину именно такую? Потому что ширина ткани ровно 150 сантиметров. Все, понятно, логично, да? Логично. Ну и расход, конечно же, тогда ткани становится значительно меньше. Ну и 150 этого вполне достаточно, чтобы положить на стол. Так, мы с вами раскроили две полоски. От кромки мы с вами избавляемся. Да, то есть кромка там, где у нас с вами проходит долевая. Кромка это не ткань, поэтому мы ее в расчет даже не берем. И, конечно же, от нее избавляемся. А вот на вашем опыте, Ирина, вообще такие вот отходы, они где-то могут использоваться повторно? Вторичная какая-то жизнь у них может быть, вторая жизнь? Может быть. Если у нас имеет место быть качественная кромка, то ее можно использовать, допустим, в отделке карманов, как кант, как бахрому. Как бахрома, да? Как бахрому, да. В сумках может быть. Ну, на самом деле очень много. А вообще в целом, вот сегодня в шитье приветствует это, знаете, безотходное производство, или все-таки как-то пока до этого еще не дошли? Ну, есть отходы, есть отходы. Ну, дальше даже Дольче Габбана в свое время из отходов своих материалов предыдущих коллекций они сделали новую коллекцию. Поэтому, конечно же, мы выступаем за то, чтобы у нас было как можно меньше отходов, которые приносили бы вред экологии. Так, сейчас мы сделали вот такие. Да, сейчас мы сделали фигурный вырез, который у нас повторит как раз Сергей. Сейчас мы это вырежем. И будет понятно. Да, и будет понятно, что мы вообще делаем, как это будет выглядеть. Ну, а в целом это все тоже произвольные формы. Можно сделать дугу чуть побольше, чуть поменьше. Главное ее сделать. Абсолютно верно. Главное ее сделать. Вот. И вот у нас получается элемент серьги. Вот он. Вот так вот, да? Да. То есть вот он вдоль стола. То есть это для центрального блюда, например, если мы говорим про стол, который накрывается для национального праздника. То есть в Николин день. Эсэх. На Эсэх. Новый год. То есть на любое торжество. Да, дорогие хозяюшки, один раз сшив такой декор для своего праздничного стола, его можно будет использовать, как минимум 3 раза в год. То есть это уже выгодно, необычно. Конечно. И самое главное, это вот как-то очень-очень так символично. Если вы хотите удивить своих гостей необычным. Так,
Теперь раскроенные наши детали мы складываем лицом вовнутрь. Но у нас она двусторонняя ткань, да? Да, у нас двухсторонняя. Можно, конечно, сделать и в один слой. Но мне кажется, красивее будет, когда она... Ну, коли у нас салфеточка двойная, Да, то и здесь, двойная, наверное, двухсторонняя, поэтому здесь мы тоже сделаем. Так, и также в качестве элементов здесь можно, например, допустим, проложить тесьму. да? Так, покажем, да, допустим? Давайте покажем, как это можно сделать. То есть вот так. То есть повторить рисунок. А, вот на столбах то, что у нас, да? Да. Сегодня мир, да, полон таких вот готовых изделий, то есть не надо ничего придумывать. Абсолютно верно. Тесьму купили, и вот, пожалуйста, прошили. И Да, сегодняшние магазины в городе Якутске, они вполне могут закрыть все потребности именно по текстильным, скажем так, изделиям, которые могут применяться именно в национальном стиле. Там можно добавить кисточки, допустим, да, куда-нибудь? Абсолютно верно. Захотите, можете и бисером расшить. Ну, можно и бисером расшить, конечно. Почему бы и нет, да? Нет, так, кстати, готовые же уже тоже бывают с бисером такие, да? Да. Уже такая же тесьма. Да. Вот Ирина все делает вот так с легкостью, опыт большой, поэтому иголочками все мы сейчас закрепим и потом все это дело прошьем. Так же, как на салфетке, в любом месте нам нужно оставить техническое отверстие. И все дело прошиваем на ширину. Ширина припуска у нас ровно 1 сантиметр. Итак, то есть тот вариант был простой, потому что мы собрали две детали и прошили бы его, и был бы однотонный у нас, да, вариант? Да, однотонная дорожка. Но давайте мы немножко проявим креативность и сделаем, украсим нашу дорожку тесьмой. Расположение тесьмы также произвольное. Но надо, наверное, чтобы оно не было кривым, да? Ну, желательно, да. Для этого давайте мы сделаем следующим образом. Мы проведем линию и прямо выровняем прямой угол и расположим прямо. Пожалуйста. Сегодня вон даже линейки есть. Вот такие. Все можно ей прочертить, да? И вот Да, полукруг сделать. Абсолютно Полукруг, верно. кстати говоря, мы тоже могли вот так сделать, да, по этой линеечке. Можно. Хорошая вещь. Берем. Да, сначала надо, в любом случае, шаблон нужно сделать из бумаги, посмотреть, какой вариант нам подходит лучше всего. Так, и уже сделать. И вот тут уже мы смотрим. Можно вот, одну да, строчку поближе сделать. да, одну сделаем ближе и вторую сделаем на таком же расстоянии. И я думаю, что это будет очень красиво. И стильно. Абсолютно. А в целом, вот, допустим, для подобных вариантов, да, ну, столовых, да, салфеток, дорожек, какой материал лучше не использовать, на ваш взгляд? Которые не использовать. Но в любом случае, которые, наверное, не держат форму материала. Это, например? Ну, это, например, допустим, что какой-то тонкий шелк, ну, что-то, которое не скользкое. Вот. Все-таки салфетка, она должна на столе быть более зафиксирована, более устойчиво, скажем так, лежать. Ну, вот это потрясающая ткань, тем более вы еще сказали, что она водоотталкивающая, да? Да, есть... она в работе очень приятная. Она, конечно, немножко осыпается, но это не настолько критично. Ну, название какое-то современное. Дак. Да. Ну, люди понимающие найдут. Желающие, да? Да. Предприятия общественного питания часто используют эти материалы. Из этих материалов шьются фартуки. Ну, то есть она такая достаточно универсальная с точки зрения применения. Итак, это мы сделали с одной стороны. Теперь нам нужно повторить с другой. Мы замеряем это расстояние. Здесь у нас ровно 26 сантиметров. Все просто, да, в принципе. Ничего сложного. Да, примитивно линейку, какой-то маркер, да, готовую тесьму, пожалуйста, проводишь линию, и это все
максимально просто, да, потому что, ну, раньше, наверное, все было намного сложнее, нужно было все это измерять, отмерять, там еще чем-нибудь, да? Ну, вообще, конечно же, в любом случае, в портновском деле всегда были специальные швейные гаджеты. Вот это вот французское лекало, оно не исключение, оно существует давно. Единственное, что люди, которые не так сильно увлекаются шитьем, возможно, они могут этого не знать. А так это все всегда было. Но, конечно же, придумывается каждый раз что-то новое, да. И, допустим, нам, портным, это очень важно, потому что что-то упрощает нашу работу, причем значительно. А в целом, вот, Ирина, у вас большой опыт, да, значит, и преподавания, да, и вообще в целом шитья, да. На сегодняшний день, может быть, у вас есть какая-то мечта, ну вот именно в плане своего творческого пути, может быть? Создать коллекцию, не знаю, может быть, открыть дом моды, может не так глобально, или, возможно, открыть филиал школ своих. Вот с филиалом, наверное, это, наверное, остается одной из, скажем, таких где-то целей, и которые хотелось бы достичь, но принимая во внимание, скажем так, свое личное, не то чтобы восприятие, наверное, требовательность к тому, как это должно быть. Но пока это все еще остается немножко таким воздушным замком. А что касается бренда одежды, я в свое время, у нас был бренд одежды, он назывался «Три дизайнера». Были невероятные модные изделия, которые тогда, в то время, никто не воспринимал. И буквально... А сейчас это все раскупается на ура. Вот так, да? Да. Нас тогда мало кто понял, но... Да и в целом сегодня национальная одежда, она как будто вот, знаете, перерождается, да, все больше и больше молодых ребят как-то стилизуют, да, совершенно классические вещи под что-то невероятно модное, и сегодня уже даже на таком другом уровне сегодня национальная одежда зашла. Наши дизайнеры, я поражаюсь и восхищаюсь умением и талантом наших молодых дизайнеров, которые делают невероятные креативные вещи. И вот этот вот кластер, который у нас есть, который является очень хорошим подспорьем во всем этом, это, конечно, мне кажется, дорогого стоит. Это обязательно нужно ценить и поддерживать. Да. То есть есть возможность проявить себя, да, вот в плане шитья, вообще в целом было бы желание, главное. Да, было бы желание. Ну а у нас тем временем дорожка практически готова. Здесь, в принципе, все уже понятно, очевидно. Осталось собрать 2 детали. Да, сейчас мы притачиваем нашу тесьму и потом будем соединять 2 детали. Уже тем временем Ирина прострочила вот эту тесьму, да. Обратите внимание, нужно ее строчить с 2 сторон, да. То есть, если бы мы ее одной строчкой сделали, она бы загибалась, да? Она, то есть, выглядит не очень красиво. Итак, это у нас будет лицевая сторона нашей дорожки. Теперь берем вторую деталь, также складываем лицом вовнутрь, совмещаем все срезы, уголочки, скалываем булавками и на ширину припуска в 1 сантиметр все прошиваем. Ну, то есть для тех, кто только начинает, возможно, лучше вот этот сантиметр везде так. Да, лучше пометить. Да? Для этого нужно взять ручку текстильную, можно воспользоваться французским лекалом, нужно знать, каким пользоваться. Вот видите, припуск на шов у нас с вами уже здесь готовый есть, и мы четко по нему рисуем. А там, где у нас прямая, все очень просто. 1 сантиметр. И все это дело вот так прорисовываем. И наша с вами задача идти ровно по намеченной. Да, то есть, ребята, кто начинает, лучше прорисуйте, отметьте все эти... отметить припуски. И потом и строчить будет проще, да? Да, значительно. Наверное, человек, который придумал вот это французское лекало, наверное, вообще
Очень счастливый человек. Представляете, вот он придумал же, да, для швейного дела вот такую линеечку. Ну, определенно, это, наверное, мастер, который хотел облегчить себе труд, скорее всего. То есть это можно... А оказалось, что он помог абсолютно всем. Вообще, и тут и транспортир есть. Да, это вот, то есть для определения угла. Да, здесь клеточки, все расписано. Вещь полезнейшая. Все, уходим на машину. Все, и вновь опять, потому что у Ирины все быстро, все легко и просто. Итак, тем временем прострочили мы, да, все по периметру. Напоминаем, что мы изготавливаем сегодня дорожку. Дорожку в дополнение к той салфетке, которую мы делали в предыдущей программе. Так, мы соединили две детали, прострочили, и теперь нам нужно немножко осноровить вот эти вот некрасивости, то есть убрать лишнее. Сразу здесь у меня немножко припуск побольше, я его тоже немножко осноравливаю. И сразу высекаем уголочки для того, чтобы у нас были красивые уголки. То есть значит, вот всю эту лишнюю ткань на уголках мы должны срезать. Да, мы ее высекаем. Но не таким круглым, а вот... Нет, да, то есть ну, вот бочок и бочок. Чтобы припуски внутри образовали одну линию. И там, где у нас закругление, мы с вами делаем рассечки, не доходя 1 миллиметр до шва на всех закруглениях. Так, здесь осноровили, уголочек срезали. Вот на это многие могут не обратить внимания, а действительно потом в готовом изделии это все будет... Да, в готовом изделии это сразу выглядит значительно красивее и очень аккуратно. Поэтому из таких вот мелочей и создается эстетика. Полукруг надсечки. Обязательно. Главное не переборщить, чтобы не спустился шов, да? Да. Но если вдруг переборщили, то просто рядышком с ним, где-то на расстоянии 1 миллиметра, проложить еще одну строчку, но уже, да, длина стежка уже должна быть поменьше, примерно 1,5 миллиметра. Так, теперь ищем техническое отверстие, где-то мы его делали. А его надо выбирать, где хочу, там и делаю, или как-то логика должна быть? Ну, там, где нет как вот закруглений. Да, логично. Да. Вот оно у нас осталось. Да, и теперь выворачиваем. Я сделала одно техническое отверстие, красиво. Уголочек один. Красивый уголочек второй. Это плюс-минус постельное белье выворачивать. Абсолютно верно. Все вот. Все уголочками. Да, познается. Круговорот уголочков в нашем быту. Не оставляйте сильно большое отверстие, чтобы было удобнее выворачивать, чтобы ткань сильно не осыпалась. Ну и слишком маленькое тоже не делайте, это будет тоже не очень удобно. Ну а для тех, кто любит заморочиться, да, как-то усложнить себе процесс создания такого арт-объекта, можно там, ну, допустим, тот же оверлок, да, или что-то сделать. Вы говорите, не надо, да? Да, лучше не надо, потому что все-таки это лишнее уплотнение, а мы от уплотнений всегда стараемся избавиться. И уже следующий этап, это будет у нас опять утюжка. Утюжка это важный элемент, важный момент. Как сказала Ирина, прошили что-либо, не прошили, сразу утюжка. Шов-утюг. Шов-утюг. Вот себя надо к этому приучить. Потому что иногда бывают такие узлы, которые вы потом просто не подберетесь к ним. Соответственно, будет некачественно. И есть даже такая присказка: швея портит, утюг исправляет. Вот так вот. То есть утюг должен быть лучшим другом, да? Да, конечно. Это один из главных инструментов любого портного. Вот так, красивенько уворачиваем уголочки. Берем иголку, вставляем в уголок и аккуратненько уголочек оттуда
Выталкиваем. Выталкиваем, не вытягиваем. Не вытягиваем, именно выталкиваем. Итак, все уголочки мы вывернули, а вот здесь еще один остался. То есть он не должен быть такой толстенький, пышненький такой, Да. Он должен быть остренький. Он должен быть остренький. То есть поддели иголочкой и слегка выдавили. Угу. Тогда будет все красиво. Все, уходим на утюг. Так, проутюжили. Ну и финальная часть – это закрыть. Да, закрытие технического отверстия. Напоминаем, что это делается всегда вручную. Ничего нового пока не придумали, да? Да, лучше, конечно, это сделать вручную. Но если у вас есть окантовка, то, конечно, это можно сделать и на машине. Но красивее все равно смотрится вручную. Угу. Здесь потайным швом, да, потихонечку, помаленечку. Не торопясь. Закрываем. Закрываем. Вот сегодня мы говорили о том, что раньше, да, шитье один период времени был, да, именно таким делом, которое было лишь потому, что был дефицит всего, да, поэтому родители шили детям что-то, да, перешивали, да, из своих вещей, да, в свое. Сегодня все-таки шитье – это что-то, наоборот, про другое, да, это про создание чего-то уникального, индивидуального, да, и поэтому сегодня, конечно, шитье вообще перерождается как будто бы, да? Абсолютно верно, да, потому что шитье относится к категории уже, когда ты делаешь выбор в сторону себя, выбор того, что ты не хочешь одеваться как все, и то, что ты можешь подарить как раз себе крылья свободы, того, как ты хочешь выглядеть в целом. Даже я помню, вот в свое детство почему-то мама вот пижамы, постельное белье шила сама. Сейчас этого есть вдоволь в магазинах, да, собственно. А вот с вещами все-таки какая-то беда, да. Еще если ты не стандартных форм, так вообще да, целая история. Проще, конечно, сшить, да. Да, тем более очень миниатюрных, хрупких женщин у нас в республике очень много. И подобрать, вот, допустим, им одежду, то в магазине очень сложно. Даже та самая ростовка. Везде 1,70 м, 1,70 м, а большинство все-таки девушкам у нас в республике до 1,70 м далеко, да? Да. И вот здесь начинается подшить штанишки, брючки, да? Да. А в целом можно... То есть укоротить – это самый популярный запрос услуги. Да. Но вот вы сегодня имеете опыт работы уже в Москве, да, в центральном городе, да? Там все-таки знают что-то про якутскую одежду? Ну, вот, допустим, девушки приходят к вам? Про якутскую одежду как таковую нет, но очень приятно, что они знают о том, что есть такая республика, о том, что, допустим, даже в прошлом году во время цеха, который проходил практически в сердце нашей родины, в Зарядье, в парке Зарядье, и были невероятно восхищенные взгляды гостей и туристов, которые были в это время в Зарядье, и там они каждую девушку останавливали, кто был в национальном платье и костюме, и фотографировали. Можно с вами сфотографироваться? Можно. Вот, поэтому и очень отрадно, что сейчас очень многие, я в том числе, именно когда ты едешь в Москву, то ты надеваешь национальные украшения, и, конечно же, с гордостью все это носишь, и люди восхищаются. Даже мы ходили в Большой театр, я надела холодай, надела серебряные украшения. Ну, то есть люди подходят. Какая красота! Диковинка, да, такая? Диковинка, да. А вот все-таки вернемся к холодаю, да, вот коль уж затронули эту тему. Вопрос такой, наверное, классический. Сколько метров в среднем должен быть вот подол у холодая, у классического? На самом деле, если мы будем говорить про исторический холодай, то там порядка где-то, наверное, 3 метров. Классический холодай, у которого нет байбара. Исторический. Потому что байбара – это все-таки уже немножко про, скажем так, про достаток, да, который про людей, которые могли себе позволить больше ткани, чтобы добавить вот этот вот элемент в одежде. Ну, а так 3 метра, да? А на вашем опыте больше? Больше 5 метров нет. Ну, я считаю, что
Так много тканей не нужно. Ну, во-первых, давайте начнем еще с того, что за этим платьем надо ухаживать. Конечно, попробуй это простирай этот подол после... А потом отутюжь. Да, потом отутюжь еще целая Да, история. поэтому лучше много не всегда есть хорошо. Да. Скажем так. Наша дорожка готова. Обратите внимание на эту красоту. Но в целом, кто, допустим, еще до сих пор не понял, что это, да, это наша традиционная сергея, по-другому это Канавязь. канавязь. То есть для людей, понимающих, сразу будет очевидно, что это, да. Вот здесь, как уже сказали, можно поставить Центральное, главное блюдо. Здесь у нас рассядутся гости, ну а нашему гостю можно предложить будет вот такую салфетку. И вот такой замечательный комплект условно может появиться на вашем столе. Для этого вам нужно будет лишь пересмотреть наш мастер-класс с участием Ирины Сарта. И в принципе здесь все очень просто, понятно. Самое главное, чтобы было в пользу. Абсолютно верно. Поэтому творите, созидайте, не бойтесь, попробуйте себя в этом искусстве, потому что действительно шитье сегодня это не про то, что что-то не хватает или чего-то нет, или что-то находится в дефиците. Сегодня это больше про, как уже сказала Ирина, про свободу. Да, про творчество и свободу. Поэтому пересмотрите наш выпуск, повторите подобный мастер-класс и встречайте гостей уже с таким интересным колоритом. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.